Посчитай веснушки мне, волны непослушные. Наши плечи солнце сжигает, пусть никто не узнает. Лето всегда, всегда, лето всегда, всегда. Так имена запоминай, так имена запоминай. Лето всегда, всегда, лето всегда, всегда. Так имена запоминай, так имена запоминай. Хочу сфотографировать. Костюм, давай сам фотографируй.
Azat Xotin jurnalında çıkan geraynlarimizni izlab topdik. Ana bizning zo'r ishi, u ishni Liliya Garayeva qatnashdi. Menga oyim rahmat aytasim keladi. Inshaalloh ish og'ir bo'ldi. Bu xonimlar ko'pisi kuyovga chiqqan, familiyasini o'zgartganlar, yashash o'rinlari o'zgargan, kolxoz o'rinlar, fermer xo'jaliklari kelgan emas. Ko'pgina uyushmalar bugungi kunda yo'q, ammo lekin biz ularni izlab topdik. Shularning birisi mana bu u vaqtda Minzali rayoni, hozir To'qay rayonining oldagi sir sovushisi Dilfiya opam Mulahmetova. U fermaga 15 yoshida kelgan, ham 41 yil davomida ishlaydi, pensiyaga qadar. Я хочу остановиться на истории Тарзашки, то есть это героиня, мы ее нашли, призовая доярка Мензелинского района, ранее, а сейчас Тукаевского. Она в 15 лет пришла на ферму и 41 год проработала вплоть до выхода на пенсию. Мы ее нашли в процессе реализации проекта. И еще одну героиню, которую мы нашли, это одна из многих героинь, которых мы нашли в процессе этого проекта. Это детский лор-врач Равиля Ханым Даишева. Когда она пришла устраиваться в ДРКБ, корпусов ДРКБ еще не было. На тот момент главный врач только собирал коллектив. И то есть, получается, она начала работать со дня открытия ДРКБ, и также до выхода на пенсию она работала детским лор-врачом. На шундай героинялар bizning qishloqda bugungi kunda bizning qishloqda bizning zamondosh это успешная женщина, наша современница, которая проявила себя в различных областях. И это и врачи, и учителя, и ученые, и политические деятели. Bugungi qishloqda bizning zamondashimiz, zamondoshlar deb aytamiz, zamondosh xonimlarimiz turli ilkada o'ngishlarga erishgan. Tabibalar, o'qituvchilar, biznesmenlar, fermer xo'jaligining boshliqlari, siyosatchilar, so'zning qisqasi bizning zamondoshlar. So'rovlarimiz bo'lsa, rahmat etaman. Qaydir bir so'zni rahmat aytib, bizning bilan bo'lgani uchun перед нами сейчас выступит Государственный камерный хор под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Милёши Тиминдаровой. Рахим Итурис. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы очень рады, что вы сегодня с нами и что такой чудесный повод под названием Азат Хатана. Все знаете, что это означает? Свободная женщина. Мне кажется, что Татарстан и штампает, что татарская женщина это какая-то шальбарканян, какая-то забитая, которая за мужем всегда. Мне кажется, этот штамп он неправильный. Стереотип, который сложился. На самом деле, любой самый бравый аскер становится кротким и тихим, когда рядом появляется мама. Поэтому все-таки главенство всегда в семье, в жизни, всегда нас окружает эта материнская забота. Это женщина, которая способна на любые подвиги ради своей семьи, ради своей отчизны, ради своей родины, у которой всегда высоко поднята голова, и которая всегда под своим крылом не даст дать слабину нашим мужчинам прекрасным, нашим защитникам, нашим мужьям, сыновьям. И вот сегодня в наших песнях мы постараемся спеть для вас татарские и русские песни. Это песни, которые наполняют наш с вами город чудесным. И вот сегодня тот самый концерт, когда вы можете совершенно спокойно подпевать то, что знаете, быть с нами, быть с
совершенно свободными, дорогие мои подруги, сестры, братья. Мы сегодня поем для вас в этом прекрасном природном интерьере. Татарская народная песня «Ак-Калфак», поэтому я предлагаю нам подпевать, но в совершенно неожиданном варианте. Для тех, кто, если вдруг не узнал, мы смешали эту татарскую народную песню «Ак-Калфак» с музыкой Александра Порфирьевича Бородина из оперы «Князь Игорь». Просто дело в том, что у Бородина, как и у многих в этой стране, тоже татарские корни. А теперь настала пора нам с вами чуть-чуть поговорить о жизни вообще. Ведь наша жизнь — это тоже женщина. Она одаряет нас, но она и спрашивает с нас.
Она добра с нами, но она и строга с нами, и требовательна. И, как это, к сожалению, часто бывает, как и женская красота, жизнь бывает скоротечной. Как однажды писал Пушкин: «Дитя ли милое ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести». Татарская народная песня «О Мурзая», солист Ильнур Еникеев. Еникеев, ваши аплодисменты. А какие из наших прекрасных женщин, из наших милых девушек получаются верные, настоящие, крепкие друзья? А без друзей нам никуда. И только с друзьями у нас все получится. Вот о дружбе мы с вами сейчас и будем петь. И мы очень надеемся, что мы будем петь с вами вместе. Эх, алмагачлары, солисты Ильнур Еникеев, Салават Шафиков и Алмаз Хусаинов. Исполняет сводный хор города Казань. Города Казани, вы все поете, ребята, давайте мою мечту будем выполнять. Я мечтаю, чтобы весь этот город пел вместе. Давайте мою мечту исполняем. Вы сейчас баттл будет между профессионалами и вами, самыми лучшими профессионалами. Да заодно изучим законы татарской орфоэпии, прекрасной
Эх, алмағашларым, сайры сандуғашларым. Знаете такие слова? Ну-ка, эх, алмағашларым, сайры сандуғашларым. Сайры, 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 сайры. Сағындыра башладым. Вот все слова, которые вы должны спеть. Все запомнили? Все, давайте. Танцуют все. Сейчас небольшой проигрыш, и вы опять громче всех и веселее. Казань самый веселый город. И сейчас Ребята, когда еще будет такой прекрасный вечер? Фонтаны, вода, счастье, солнце, тепло. И вы самые лучшие люди на свете. И мы имеем возможность петь. Разве это не счастье, ребята? Сегодня есть такая песня «100 часов счастья». Вот оно, вот мгновение счастья сейчас. Так что пойте с нами и будьте счастливы. Лирический герой песни «Аккалфак», которую мы пели самую первую, он вспоминал о доме, он вспоминал о своей семье, о своих родных, которых ему пришлось оставить на время. Это называлось «отхожие промыслы», когда мужчины в семье уходили надолго в другие края, чтобы заработать денег, чтобы оставшаяся дома жена, оставшаяся дома сестра
оставшаяся дома мать, оставшаяся дома дочь могли жить хорошей, полноценной, сытой, довольной жизнью. Так было не только у татар, так было и у русских. И вот следующая песня — это бурлацкая песня. Ее пели бурлаки. Такие специальные мужики, которые работали на больших реках и тянули на себе, на своем горбу буквально, тянули за собой торговые лодки, груженные всяким товаром. Русская народная песня «Ах ты, степь широкая».
Вот и родная сторона. Она потому и она, что Родина тоже женщина. Родина – мать наша. Вот про нее давайте и споем. Про сторонушку нашу родную. Да, после грусти русской песни опять веселая татарская песня. Туганьяк, правильно? Да. И сейчас вы опять все вместе поете с нами. Поехали, маэстро. Tuhan yang kaya tetaman, Tuhan ya, hingga güzel aziz yapar, Tuhan ya, zincirlere peşken şah, Tuhan ya, maşallah payınla kal, Tuhan ya, alnından dünya kalınlar, yasılına çiçeklerinin indiği yok, Tuhan ya, kuş ise dallı gele, Tuhan ya, Tuhan ya, seçtikler olmaz desene, Tuhan ya, altından dünya kalınlar, yarsın. Ильнур Еникеев, Алмаз Хусаинов, Розалия Шигапова, Салават Шафиков и Государственный камерный хор Республики Татарстан. Инияс Гарулин. Маленькая техническая неполадка. Ребята, любите ли вы татарскую песню как
любим ее мы. Любите, да? А здесь есть русские люди, которые очень любят татарскую музыку. Вот скажите, пожалуйста, поднимите руки. Русские люди, которые любят по-настоящему татарскую музыку. Ой, какие вы молодцы, ребята. Спасибо вам. Вот, вы знаете, мне всегда хочется очень делиться, потому что на самом деле мы обладаем сокровищем необычайным. Это сокровище называется татарская народная песня «Озункей». «Озункей» — это значит длинная песня. Вот вы, наверное, не обидитесь на нас, да, если вдруг по звуку все не будет не так, потому что все-таки хор — это такой жанр, который, ну, в зале должен звучать, при акустике, соответственно, да. Если здесь не будет, я думаю, вы на нас сильно не обидитесь, да. Но мы для вас хотим спеть вот такие акапельные, очень тихие песни, которые, конечно, наверное, шум фонтана будет прерывать. Но вот я хочу вас познакомить с этим жанром озункей и хочу познакомить с отличным парнем, который является носителем этого редкого жанра, потому что это мастерство высочайшего класса в татарской музыке. Им владеет не каждый. И вот я хочу вам представить отличного мальчика, который, к моему счастью, является солистом нашего хора. Это лауреат всевозможных международных конкурсов. Это лауреат, обладатель гран-при только что прошедшего конкурса в Агапово. Это известный очень такой певучий конкурс с таким серьезным бэкграундом, да. И вот сегодня вот я хочу вам представить Алмаса и хочу представить эту песню «Аль-Люкей» и надеюсь на ваш снисходительный слух и тишину.
Только не упрекал татарское искусство в примитивности. Вот скажите мне кто-нибудь, что эта песня примитивная, что для нее не нужно мастерства. Вот что является нашим нематериальным наследием. Вот что мы должны оберегать с вами, как самое сокровенное, как самое сакральное. Вот где мастерство, вот что мы должны показывать. Америка, Кушма, штатлары. Понимаете? Вот чего они не умеют. Потому что, знаете, подражать американскому стилю соул сейчас любой пятиклассник уже может, понимаете? А вот вы попробуйте вот это сохранить. Так вот эта ценность, как горловое пение Монголии, вот наш татарский озланки. Поэтому, ребята, оберегаем, слушаем, любим, проповедуем и не даем человечеству забыть это высокое искусство. Спасибо. И это уникальная песня, это уникальный жанр. Она родилась на этой земле. Вот на той самой, на которой мы с вами сейчас стоим. И вот лично я, например, я приезжий. И полюбил этот город искренне, и эту республику искренне. Поэтому я искренне, с чистой душой могу сказать: Мин яратам сине Татарстан. Sine Tataristan, altınların ışın yaratan. Türkülere yeşil yeşil yavran, yavruların ışın yaratan. Türkülere yeşil yeşil yavran, yavruların ışın yaratan. Bin yaratan, Sine Tataristan, korur halkın ışın yaratan. Can erikten erkenlerin ışın, Tatar dilin ışın yaratan. Can erikten erkenlerin ışın, Tatar dilin ışın yaratan. Sine yaratan, adaştırılan kurbanların ışın, duayların ışın yaratan. Duayların, seyreşlerin ışın, celillerin ışın yaratan. Duayların, seyreşlerin ışın, İlhamların ışın yaratan. Tataristan sine yaratan. Ильнур Енигеев, Алмаз Хусаинов, Салават Шатиков. Дорогие мои, мы вас любим очень. Все, что делается в этом чудесном мире, все делается ради любви нашей к вам, к литературе к высокой, к журналу к чудесному, к этой выставке, к интеллигенции казанской, которая особая интеллигенция.
который нет нигде в другом городе. Скажите два слова, да? Я еще раз хочу поблагодарить наш государственный камерный хор под управлением Милеши Таминдарова и поблагодарить вас всех за то, что вы были сегодня с нами. Бергабулы. Подписывайтесь на журнал Сиюмбике. Как мы говорим, Сиюмбике килген йорт нурлы. Еще раз Бергабулы. Рахмет сізге барымызға да біздің бәк болғанымыз үшін. Спасибо. И заключительное произведение, чтобы на высокой ноте любви расстаться с вами. Давай, запускай, Улом. Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос вас, человек? Две судьбы, несущихся в пространстве, 1,5 одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии, без согласия смысла в жизни нет. Возлюбленной паре мы забыли бронясь и беруя, для чего мы на землю попали. Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя. Твоих ног я осталась тобою, море